Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 22 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Нью-Йорке в рамках дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций провел встречу с президентом Социалистической Республики Вьетнам Леон Кёнгом. 22 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Нью-Йорке в рамках дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций провел встречу с президентом Социалистической Республики Вьетнам Леон Кёнгом. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан и Вьетнам, несмотря на географическое расстояние, связывают давние традиции дружбы и сотрудничества. Было отмечено, что обе страны имеют общие интересы и совместные усилия для обеспечения мира и стабильности, развития и прогресса, высоко ценят принципы мира, дружбы и сотрудничества. Для активного развития сотрудничества и укрепления политического диалога было предложено поручить Министерству иностранных дел двух стран принять эффективные меры. В этой связи было признано необходимым укрепление межпарламентского и межведомственного сотрудничества. Стороны, отметив имеющиеся возможности для развития отношений, предложили приложить больше усилий для их эффективного использования во благо народов обеих стран. Был проявлен значительный интерес к увеличению объема товарооборота между двумя странами, развитию сотрудничества в сферах промышленности, особенно в модернизации технологий легкой промышленности и сельского хозяйства. Признано необходимым развитие сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, культуры и туризма. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества и других региональных и международных организаций. 22 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке в рамках дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций встретился с президентом Португальской Республики, уважаемым Марселу Ребелу де Соуза. 22 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нью-Йорке в рамках дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций встретился с президентом Португальской Республики, уважаемым Марселу Ребелу де Соуза. На встрече обсуждались вопросы укрепления и расширения дружбы и сотрудничества между двумя странами в рамках двусторонних и многосторонних отношений. Мы положительно оцениваем процесс развития сотрудничества между Таджикистаном и Португалией в рамках Европейского Союза и стремимся к его расширению и в двустороннем формате, заявил в начале беседы глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон. Большое внимание было уделено расширению межгосударственного политического диалога и контактов на различных уровнях, укреплению договорно-правовой базы, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Было подчеркнуто, что сочетание богатых природных и человеческих ресурсов Таджикистана, включая источники зеленой энергии, редкие полезные ископаемые, с португальскими передовыми технологиями и капиталом, может послужить взаимным интересам. Сотрудничество в гуманитарных областях, включая образование, здравоохранение, культуру, туризма, а также обмен преподавателями и студентами, также было оценено как имеющее широкий потенциал. Также состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам укрепления взаимодействия в рамках Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организаций, в том числе по водным и климатическим вопросам и поддержанию мира и стабильности в современном непредсказуемом мире. 22 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Нью-Йорке в рамках дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем.
22 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в городе Нью-Йорке в рамках дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. На встрече был рассмотрен ход многопланового и продуктивного сотрудничества между Таджикистаном и Организацией Объединенных Наций. Отмечалось, что обострение геополитических противоречий, угрозы безопасности, вооруженные конфликты, терроризм и экстремизм, экономические и финансовые кризисы, а также продовольственная нестабильность требуют продолжения эффективного и действенного сотрудничества. Были обсуждены вопросы реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Инициатива Организации Объединенных Наций 2.0. Введение генерального секретаря о современной системе Организации Объединенных Наций и ее комплексной реформе в рамках программы Организации Объединенных Наций 80. Инициатива генерального секретаря системы раннего оповещения для всех, а также глобальные инициативы Таджикистана, включая вопросы водных ресурсов и климата, сохранения ледников, борьбы с терроризмом и экстремизмом. К сожалению, было отмечено, что к 2030 году будет реализовано лишь 35% целей устойчивого развития. По мнению главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, для широкого достижения этих целей важно эффективное использование цифровых технологий, включая искусственный интеллект. Был проявлен значительный интерес к вопросам подготовки водной конференции Организации Объединенных Наций 2026 и 2028 годов, вторая из которых состоится в Душанбе. 23 сентября председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, для участия в третьем межпарламентском форуме государств Центральной Азии прибыл в город Бишкек. В международном аэропорту Манас города Бишкека председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, тепло встретили заместитель председателя Жакор Кугенеша Кыргызской Республики и другие официальные лица. Напомним, что в ходе визита председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, будут сопровождать председатели комитетов Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и другие официальные лица. 23 сентября в Бишкеке председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, принял участие и выступил на третьем межпарламентском форуме стран Центральной Азии. Стоит отметить, что в июле 2022 года в ходе 4-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии в целях укрепления практического взаимодействия представительных и законодательных органов стран Центральной Азии, дальнейшего развития региональных связей и стратегического партнерства было принято решение о проведении межпарламентского форума стран Центральной Азии. Ранее эти форумы проходили в Туркестане и Хиве, способствовали укреплению межпарламентского сотрудничества и расширению регионального диалога. В своем выступлении уважаемый Рустами Эмомали подчеркнул, что регулярное проведение форума является знаком уважения к региональным ценностям, сотрудничества и выражением постоянных усилий стран региона по укреплению доверия, диалога и сотрудничества на благо народов Центральной Азии. С удовлетворением было отмечено, что благодаря конструктивным усилиям последовательной и созидательной политики глав государств Центральноазиатский регион постепенно становится регионом взаимовыгодного сотрудничества. Главное, что от установления качественно новой атмосферы дружбы, сотрудничества и доверия прежде всего получают благо дружественные и братские народы Центральной Азии. В рамках повестки дня форума участники обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, инвестиций, регулирования трудовой миграции, развития цифровизации экономики. Эти вопросы стали предметом плодотворных дискуссий в отдельных секциях форума. По итогам работы форума принята Бишкекская декларация.
23 сентября в рамках 3-го межпарламентского форума стран Центральной Азии в Бишкеке председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, провел встречу с председателем Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. В ходе беседы стороны выразили удовлетворение процессом взаимовыгодного сотрудничества между Маджлисом Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Сенатом Оли Маджлиса Республики Узбекистан, в том числе в рамках региональных организаций. Было уделено внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества двух государств в политической, торговой, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня. В городе Душанбе под руководством председателя призывной комиссии города Душанбе состоялось очередное заседание городской призывной комиссии по подготовке к осеннему призыву 2025 года на военную службу. Очередной репортаж подготовлен нашими коллегами. В ходе заседания до присутствующих были доведены поручения и указания президента Республики Таджикистан, лидера нации, верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, уважаемого Эмомали Рахмона и председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, о необходимости своевременного и качественного выполнения плана осеннего призыва молодежи на обязательную военную службу. Для исполнения указа президента Республики Таджикистан об увольнении в запас военнослужащих, прошедших установленный срок военной службы, и о призыве граждан Республики Таджикистан 1998-2007 годов рождения на военную службу в районах города Душанбе должны быть приняты необходимые меры, чтобы эта важная политическая кампания была организована и проведена на высоком уровне. Ведь служба Родине считается священным долгом каждого гражданина независимого Таджикистана. Было отмечено, что сегодня при поддержке правительства Республики Таджикистан, наряду с улучшением бытовых условий офицеров и солдат, в воинских частях всех военных структур страны созданы хорошие условия для проживания и прохождения службы. В связи с этим каждый сознательный, патриотичный, честный юноша с сильной волей должен рассматривать свой первостепенный долг службу Родине как гражданскую и человеческую обязанность и выполнять эту благородную миссию мужественно и с высокой ответственностью. С учетом этого и непредсказуемой ситуации в своевременном обществе каждому гражданину страны необходимо ценить достижения эпохи независимости, поскольку во все времена, особенно в нынешних условиях обеспечения безопасности, политической стабильности, защита национальных и государственных ценностей являются священной и почетной обязанностью. Воспитание молодежи в духе патриотизма и самосознания. В зале государственного учреждения «Центр детей и подростков района Фердауси» состоялся районный этап конкурса «Ученик года-2025». В данном конкурсе приняли участие 12 учеников из образовательных учреждений района, которые соперничали между собой за право удостоиться этого звания. По данному поводу был подготовлен репортаж. Для выявления лучшего ученика года ежегодно по инициативе Министерства образования и науки Республики Таджикистан и органов исполнительной власти города Душанбе в столице проводится конкурс «Ученик года», в котором участвуют талантливые учащиеся образовательных учреждений города, демонстрируя свои знания, умения и уровень грамотности. В целях реализации решения председателя города Душанбе от 16 апреля 2020 года о проведении конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года» и «Ученик года» в городе Душанбе районный этап городского конкурса «Ученик года-2025» состоялся в государственном учреждении «Центр творчества детей и подростков района Фердауси». Перед началом конкурса члены жюри посетили выставку достижений участников районного этапа конкурса «Ученик года-2025», ознакомились с их творческими работами и успехами. Затем конкурс продолжил свою работу в зале учреждения. В ходе выступления отмечалось, что в рамках просветительской политики лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и своевременных мер председателя города Душанбе Рустами Эмомали для развития знаний, талантов и творческих способностей среди подростков и молодежи регулярно проводятся различные конкурсы и олимпиады. Далее присутствующим участникам конкурса была разъяснена его нормативная база.
После официального открытия конкурса «Ученик года 2025» в соответствии с положением проверили свои знания и умения по предметам таджикский язык и литература, русский язык, английский язык, математика, биология и география в форме компьютерного тестирования. Следует отметить, что в городском конкурсе «Ученик года 2025» жюри наряду со знаниями и навыками в точных науках также учитывает мастерство ораторского искусства, ясность речи и находчивость участников. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.